Потому что крепостная, зависимая Россия воевала со свободной демократической Чечней. В 20 веке наш войнахский, чеченский и ингушские народы подверглись страшным испытаниям. Были посажены в известные столыпинские вагоны, в суровую зиму и угнаны куда-то на восток, куда они и сами не знали. Вот там я и взрослел. Вот там я и понял цену свободе и несвободе. Со старшими, кто еще остался жив, мы помним вот эти суровые времена. Но вы знаете, погибло 60% народа. Наши культурные ценности, памятники истории, даже в горах памятники были уничтожены. Но народ сохранил свое единство, свою моральную этическую целостность. Ничто не смогло его уничтожить. Как Солженицын прекрасно говорит об этом в ГУЛАГе, помните, да? Отличие второго несчастья, которое произошло в начале 90-х годов, в конце 90-х годов, заключается в том, что народ уже не был един. Впервые за 2 или 3 тысячи лет существования войнахского народа в него были вброшены семена раздора. Одна часть народа стала воевать с другим. Элементы гражданской войны впервые за 1000 лет существования войнахского народа внедрились в народ. Они стали разрушать его. Народ подвергся значительной степени деградации. Чтобы преодолеть вот эти процессы, которые в течение 10-15 лет они развивались в обществе. Конечно, надо еще больше сплачивать единство народа с тем, чтобы вообще не то, что исчезло, чтобы не было и намека на то, что происходило. Кражи своих земляков, продажа их. Вот эти унизительные вещи, которые войнахи сотни лет отвергали с презрением. Ведь и победа в Великой Кавказской войне, 25 лет шла эта война, одна, а вся, наверное, стоит еще больше. Почему она была так долго? Потому что крепостная, зависимая Россия воевала со свободной демократической Чечней. И вот эта внутренняя свобода была разрушена вот этими людьми, которые оказались у власти. И вот с этим наследием, его трудно и описать, вот приходилось и приходится